бассейне реки Тарим были найдены залежи сланцевого газа в размере 1 миллиарда кубических метров. В прошлом году Китайская национальная нефтяная корпорация объявила о наличии рекордных запасов нефти и газа в Восточном Туркестане. Вице-президент PetroChina, являющийся дочерней компанией Национальной нефтяной корпорации Китая, заявил, что в 2019 году в Восточном Туркестане было добыто 640 тысяч тонн нефти. Ли Лугуан сообщил, что в ближайшем будущем эта цифра достигнет 3 миллионов тонн в год. Компания также сообщила, что в уйгурском регионе были обнаружены запасы природного газа в размере 741 миллиарда кубических метров. Причиной того, что китайские власти продолжают проводить политику геноцида и заключают миллионы уйгуров, казахов и других тюрков в концентрационные лагеря, является стратегическое положение Восточного Туркестана и его природные богатства. Представители турецких общественных организаций провели в городе Афьон-Карахисар митинг в поддержку Восточного Туркестана. В митинге приняли участие глава Национального собрания Восточного Туркестана Сеид Тюмтюрк, председатель Демократической партии Гюльтекин Уйсал, депутат Республиканской народной партии от города Афьон-Карахисар Бурджук Оксал и представители многих неправительственных организаций. В свою очередь, Союз байкеров Турции провел на площади Кадыкёй, расположенной в Стамбуле, протест против репрессий и геноцида, устроенного китайскими властями в уйгурском регионе. Уйгуры и другие мусульмане подвергаются репрессиям из-за своей веры. Необходимо поднять данный вопрос на всех правительственных и общественных платформах. Мы с народом Восточного Туркестана, заявили турецкие мотоциклисты. Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев отказался от участия в матче по защите чемпионского титула, который должен пройти в Китае. Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF, должен был выступить против китайского боксера Мэна Фэнлонга. Причину такого решения Артур объяснил недовольством репрессиями уйгуров и других тюрков. Число инфицированных загадочным вирусом, схожим с острой респираторной вирусной инфекцией SARS, распространившейся в Китае, достигло 59 человек. Представители Министерства здравоохранения заявили, что загадочное заболевание не является атипичной пневмонией. Состояние 7 пациентов из всех инфицированных, находящихся в карантине, оценивается как стабильно тяжелое. В 2003 году жертвами атипичной пневмонии стали 349 китайцев и 299 жителей Гонконга. В письменном заявлении правительства Ирана указывается, что Тегеран приостановил выполнение всех обязательств по ядерному соглашению. Иран заявил, что продолжит работу с Международным агентством по атомной энергии при условии отмены санкций. Генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран непременно отомстит США за убийство Касыма Сулеймани. Дональд Трамп подчеркнул, что в случае нападения Ирана армия США ударит по 52 иранским объектам. В свою очередь, высокопоставленный представитель Евросоюза Джозеф Боррелл пригласил министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Брюссель.